Тамила Валерьевна, вы недавно приехали из Сирии, где принимали участие в официальной церемонии по случаю открытия посольства Абхазии в Сирии. Как отразится открытие посольства на торговые отношения Сирии с Абхазией? Это послужит очень хорошим фундаментом для расширения взаимоотношений между Абхазией и Сирией не только на дипломатическом уровне, я имею в виду в политической плоскости, но и послужит хорошим фундаментом для интенсификации взаимоотношений как в экономическом, так и в торговом плане. Вы знаете, что между Сирией и Абхазией уже подписан договор о дружбе и сотрудничестве, а также подписанное соглашение о беспошлинной торговле товарами. И это дает очень хорошие взаимоотношения и возможности для развития этих торговых отношений между бизнес-сообществом Абхазии и Сирии. У нас есть прекрасные возможности, это и в плане льготных условий, это и транзитные отношения. И мы знаем, что сегодня Сирия очень заинтересована в развитии торговых отношений с Абхазией, но и в том числе она старается развивать эти отношения с Российской Федерацией. И тут Абхазия может послужить и занять очень важное место. Сегодня необходимо прежде всего нам всем структурам государственным, в первую очередь при поддержке правительства нашей страны, создать максимально комфортные и благоприятные условия для взаимодействия между бизнес-сообществами наших стран. Сегодня торгово-промышленной палатой уже проделана немаленькая работа в этом направлении. Вы знаете, что мы в рамках подписанных официальных соглашений со своими сирийскими коллегами, которые регламентируют наши взаимоотношения на сегодня, имели возможность получить помещение, которое мы планируем использовать под открытие представительства Абхазии в Сирии и впоследствии, в перспективе, дать возможность представить вот в этом помещении образцы абхазской продукции, то есть с последующим открытием торгового дома Абхазии в Сирии. То же самое наши сирийские коллеги надеются и возлагают надежды, и что в перспективе откроется и торговый дом Сирии в Абхазии. Мы надеемся, что и с открытием посольства Сирии в Абхазии вот такой шаг он будет сделан в ближайшее время и станет хорошим фундаментом для наших предпринимателей. Какая абхазская продукция может заинтересовать сирийцев, например? Что мы можем представить? Я немножко забегаю вперед, озвучу в рамках состоявшихся уже переговоров с Министерством экономики Сирийской Арабской Республики. Мы уже получили список товаров, которые Сирия готова поставлять в Республику Абхазия. И сегодня нами прорабатывается этот документ, который в ближайшее время будет представлен для изучения абхазским предпринимателям, то есть нашему бизнес-сообществу, для последующей возможной поставки из Сирии в Абхазию. То же самое сегодня торгово-промышленная палата формирует список товаров, которые могли быть интересны Сирии, и мы могли бы осуществлять прямые поставки из Абхазии в Сирию. Дело в том, что есть определенные процессы по поставкам товаров, и сегодня не любой предприниматель Сирии имеет возможность осуществлять и заключать сразу вот такие договора по поставкам абхазской продукции в Сирию. То есть все осуществляется на тендерной основе, и государство контролирует этот процесс, и для этого необходимо для начала получить импортную лицензию, согласовать это с правительством, но я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. С какими странами у нас хорошие торговые отношения? Ну, вы знаете, что для Абхазии по-прежнему главным не только стратегическим, но и торговым партнером остается Российская Федерация. И внешний торговый оборот с которой составляет почти 70% от общего.
У нас установлены дипотношения со странами, которые признали независимость Абхазии. Но таких торговых отношений, к сожалению, нет. И это связано по известным причинам. И тут вопросы логистики. Второе – это то, что многие торговые компании, да, они имеют свои представительства и филиалы на территории Российской Федерации. Для наших предпринимателей это, во-первых, сокращает время на логистику, это расходы, связанные с логистикой, и гораздо проще осуществлять прямые поставки с территории Российской Федерации в Абхазию. Несмотря на то, что у Абхазии такой, да, свой политический статус, связано это с частичной признанностью нашего государства, Абхазия осуществляет торговые отношения с более чем 30 странами мира. И здесь нужно отдать должное нашим абхазским предпринимателям, которые, несмотря ни на что, убеждают своих потенциальных партнеров заключать с ними договора. И многие работают на дистрибьюторской основе. И в Абхазию поставляется, мы сами можем и видеть, и встречаем на полках супермаркетов, магазинов известную продукцию, известных мировых брендов. И, конечно же, в этом направлении нужно работать. И нужно работать и прикладывать очень много труда для того, чтобы добиться авторитета на международной арене. И это довольно-таки непростой труд, но наши предприниматели стараются, и у них это очень неплохо получается. Я знаю, что Грузия отслеживает работу торгово-промышленной палаты Абхазии. Блокирует ли вопросы презентации Абхазии на международной арене? Вмешивается ли в эти дела Грузия? Однозначно да. Здесь, наверное, нужно отдать должное посольствам Грузии в иностранных государствах, многочисленной грузинской диаспоре, тому же Министерству иностранных дел, торгово-промышленной палате, которые тщательно следят за деятельностью нашей организации на международной арене. Дело в том, что Грузия до сих пор, вот на наш взгляд, она не смогла признать ту точку зрения, что можно спокойно и мирно разойтись с соседями, да, то есть с государствами, расположенными рядом, либо когда-то, вот как в нашем случае, по известным обстоятельствам мы входили в состав Грузинской ССР, и известно, по каким обстоятельствам мы отошли. Дело в том, что до сих пор она все воспринимает болезненно и критично. И здесь я могу привести вот такой пример, как Чехословакия. Сегодня две республики когда-то мирно разошлись и спокойно сосуществуют друг с другом. Конечно, Грузия старается ставить всячески разные палки в колеса, блокирует всевозможные взаимоотношения, которые мы выстраиваем со своими коллегами, то есть с иностранными торгово-промышленными палатами, старается оказать давление на организаторов международных выставок, и мы неоднократно на себе это ощущали. Но я думаю, что необходимо сегодня очень спокойно относиться к тому, и Грузии, наверное, прислушаться ко многим странам, в том числе и мировым державам, которые признают нашу независимость, и особенно страны, которые, несмотря на частичное признание, но выстраивают с нами отношения, в том числе и торговые отношения, что это вполне нормальный процесс. Сегодня в мире существует 251 страна, но признанных государств 195. При этом возникают новые независимые государства, да, и их 12, в том числе Республика Абхазия. Но ничего плохого ведь в мире и страшного от этого не произошло. Понятно, что одни страны могут признавать независимость одних государств, другие нет. Возникают разные территории с определенным и неопределенным статусом. И таких стран тоже можно привести в пример немало. Просто нам, наверное, просто не стоит обращать на это внимание,
делать свою работу, как это, в принципе, мы и стараемся делать, и популяризировать в массы нашу республику и весь тот потенциал, которым мы располагаем. Значит, бизнес не может быть вне политики. Дело в том, что в последнее время мы слишком много занимаемся политикой. Мне кажется, что в нашем обществе, я имею в виду наше абхазское общество, слишком много граждан, которые не имеют к политике никакого отношения, ни по образованию, ни по статусу, да, занимаются политикой. Пусть этим занимаются те, кому это присуще, и по образованию, и по статусу, и на то есть определенные и министерства, и структуры. Вот это их задача. А вот что касается бизнеса, то бизнес обязан и должен быть вне политики. Объясню почему. Дело в том, что любые предпринимательские контакты в конечном счете связывают государство намного крепче, нежели чем любая другая политика. И практика уже об этом доказала. История тоже. Конечно, и история в том числе. Мы прекрасно понимаем, что ни одно государство в мире самостоятельно не может сделать столько, сколько может сделать бизнес. И поэтому здесь необходимо подумать о том, как правильно выстраивать отношения и как правильно создавать хороший и благоприятный бизнес-климат в стране. Вот если мы научимся абстрагироваться от ряда политических вопросов и начнем обсуждать, что необходимо нам сделать в сфере экономики, вот тогда мы будем добиваться больших результатов. И здесь очень важно, чтобы каждый из нас умел конструктивно высказывать свое мнение, свою позицию, то есть давать такой посыл власти на те или иные преобразования, которые происходят внутри страны. Что бы то ни было, я считаю, что ведение диалога – это залог успеха. Вот поэтому бизнес, который мы позиционируем, наш абхазский, на международной арене, проводя те или иные переговоры с потенциально заинтересованными представителями бизнеса иностранных государств, мы всегда заявляем о том, что бизнес Абхазии, он вне политики. И для этого необходимо просто выстраивать отношения и договариваться. На международной арене вы Абхазию представляете больше как туристическую страну или как сельскохозяйственную отрасль? Ну, невозможно представлять Абхазию исключительно выбирая ту или иную отрасль. Когда-то Абхазия считалась аграрной страной. В послевоенные годы мы позиционируем Абхазию в качестве туристической страны. Но все должно развиваться параллельно. Поэтому, принимая приглашение на участие в многоотраслевой выставке международной, есть возможность представить Абхазию в полном ее проявлении. Если мы принимаем участие в туристической выставке или в сельскохозяйственной, то мы стараемся максимально представить Абхазию, то есть используя при этом и печатную продукцию, которую сама торгово-промышленная палата и сформировала, да, то есть и печатает ее, и распространяет в качестве раздаточного материала. Поэтому фильмы, которые мы презентуем и представляем, мы стараемся показать максимально весь инвестиционный потенциал страны. То есть невозможно говорить о том, что мы исключительно выбираем ту или иную отрасль и уделяем ей большее внимание. В своих выступлениях вы не раз подчеркивали о необходимости развития сельскохозяйственной отрасли, а в условиях пандемии это сейчас очень актуально. В одном интервью вы сказали в своем выступлении: назовите мне хотя бы одну туристическую страну, где практически все продукты завозят извне. Какой смысл приглашать туристов и кормить их чужими продуктами, не говоря уже о том, что огромные суммы на закуп сельхозпродукции вывозятся из и так небогатой республики. По сути, сегодня многие из нас работают на развитии сельского хозяйства другого государства. Я хочу, чтобы вы продолжили эту тему. Я помню, то есть вот данную точку зрения в условиях пандемии, когда
остро необходимо было поддержать наших предпринимателей, и для нас стояла главная задача, то есть с учетом их интересов и пожеланий, сформировать тот пакет необходимых мер для того, чтобы впоследствии не пришлось заново создавать либо реанимировать бизнес сообщества нашей страны. Я помню, как многие ательеры ополчились против торгово-промышленной палаты на данное высказывание. Ведь речь не шла о том, что нам исключительно нужно заниматься развитием сельского хозяйства и забросить туризм. А туризм все эти годы стихийно, плохо или хорошо, но он развивается. Абхазия интересна туристам, в первую очередь российским туристам, всем иностранным гостям нашей республики, которые с каждым годом их становится все больше и посещают нашу страну. Дело в том, что у нас все эти годы очень слабо-то развито сельское хозяйство, то есть агропромышленный комплекс. К сожалению, мы очень мало уделяем этому внимания. Мы не используем все звенья данного АПК, поэтому у нас и слабо развита экономика нашей страны. У нас есть предприниматели, есть производство, и слава Богу, что с каждым годом появляется сельскохозяйственных производств больше, есть тепличные хозяйства, появляются личные подсобные хозяйства. И здесь необходима поддержка частному сектору, необходимо поддержать индивидуальных предпринимателей, производителей сельхозкультур, потому что мы можем обеспечить сельскохозяйственной продукцией свой внутренний рынок и излишки экспортировать за пределы нашей страны. Для этого необходимо, на наш взгляд, сформировать такую национальную дорожную карту предпринимательских инициатив по отраслям и по районам. Вот когда у нас будет такая дорожная карта, мы сможем данную отрасль вывести на должный уровень. Элементарно хочется просто вот вспомнить, посещая разные иностранные государства, там, с рабочие командировки, мы заселяемся в отель, и что стоит у нас в номерах? Вода. Какую воду мы пьем? В основном местную воду. Посещая рестораны, кафе и так далее, мы в первую очередь и даже на завтраках в отелях, в которых мы останавливаемся, мы употребляем местную пищу, молочные продукты, да, то есть всевозможные колбасные, мясные продукты. Недопонимание многих ательеров на наше предложение обязать абхазских ательеров и владельцев общепитов в обязательном порядке производить закуп местной продукции. Таким образом мы сократим поток импортной продукции в Республику Абхазия, и таким образом мы дадим шанс отечественному производителю увеличить объемы производства, снабдить наш внутренний рынок и при возможности экспортировать за пределы нашей страны. Здесь еще очень важно стоит вопрос импортозамещения. Вот надо, наверное, все-таки не бояться и четко понимать, что это не изоляция, а это повышение конкурентоспособности отечественных производителей. И нам необходимо подумать и о той же продовольственной подушке безопасности. В лучшем случае вот, государство должно обладать либо финансовой подушкой безопасности, либо продовольственной подушкой безопасности. К сожалению, у нас нет ни того, ни другого, и пандемия это показала. Хотя я помню, как в условиях карантина и введенного режима чрезвычайного положения, как наши граждане стали успешно заниматься возделыванием сельхозкультур, стали с большой радостью делиться фотографиями, да, такими фотоотчетами о том, какие они возделывают сельхозкультуры, какой у них урожай. То есть
настроение у населения совсем было другое. И вы знаете, мне даже вспомнился период послевоенный. Я-то была маленькая, но даже по рассказам старших в семье я помню, как рассказывали, и как вообще в республике, какая была послевоенная тяжелая обстановка, но наши граждане занимались сельским хозяйством, имели возможность, и тогда на тот период именно женщины вывозили продукцию за пределы абхазо-российской границы, продавали ее и на эти деньги приобретали ту продукцию, которая необходима была для того, чтобы прокормить свои семьи. Тамила Валерьевна, какие у вас взаимоотношения с предпринимателями? Есть ли какие-то претензии у предпринимателей к торгово-промышленной палате? Сталкивались ли вы с такой ситуацией? Нет никаких недопониманий, скорее наоборот. У нас очень хорошее налажено сотрудничество, хороший выстраивается диалог. И слава богу, наши предприниматели понимают о необходимости такой организации в нашем государстве. Вот нам уже 18 лет, да, в этом году исполнилось, скоро мы будем праздновать свой юбилей. И я помню по рассказам основателя и первого президента палаты Геннадия Леонидовича Гагуля, когда вообще родилась идея создания торгово-промышленной палаты, и на тот период, в самые тяжелые послевоенные годы, он смог убедить первого президента страны Владислава Григорьевича Ардзинба о создании данной структуры. Ведь на тот период у нас не было возможности выстраивать какие-то торговые, международные отношения, заявлять об Абхазии на международных площадках. Вы знаете, как это все блокировалось, и тогда не было никакого признания. И именно с созданием торгово-промышленной палаты, вот созданием такой структуры была возможность выстраивать экономические отношения, торговые отношения со многими предпринимателями иностранных государств, в том числе и Российской Федерации, которая расположена очень близко к нам, да, с которой у нас одна граница. За 18 лет, конечно, мы прошли непростой путь. И в основном сегодня то, что осуществляет в своей деятельности цели и задачи, которые ставит она перед собой, это прежде всего направлены на оказание содействия развитию предпринимательства в стране. То есть это постоянный контакт с бизнесом. И сегодня, благодаря тому фундаменту, который был создан, благодаря Геннадию Леонидовичу, его личным контактам, да, то есть и в российском истеблишменте, и в зарубежных странах, и благодаря тем представительствам, которые сегодня у палаты имеются. Это 6 официально зарегистрированных представительств на территории иностранных государств. Это представители палаты, их более 80 в более чем 40 иностранных государств, которые, в принципе, поддерживают в первую очередь не торгово-промышленную палату как структуру, а представляют и защищают интересы наших предпринимателей. И это дорогого стоит, тем более проводят работу на общественных началах. И сегодня тот пакет услуг, который палата смогла сформировать за все эти годы, которые с каждым годом совершенствуются, и мы направляем ежегодно наших специалистов своим коллегам в те же региональные палаты Российской Федерации в целях повышения квалификации, для того, чтобы этот комплекс услуг был качественный, своевременно оказывался нашим предпринимателям. Не все, может быть, сразу и получалось. И первоначально, наверное, допускались и ошибки, методом проб создавались те или иные проекты сегодня, которые мы именуем имиджевыми проектами на международной арене, которые мы реализовываем. Но, наверное, вот такой рубеж, либо нулевую отметку мы уже прошли, она уже позади. И радует то, что наши предприниматели сегодня
это грамотные предприниматели, которые хорошо разбираются в рыночной экономике. Я бы даже сказала, чувствуют себя как рыба в воде. И они четко понимают, что им необходимо. И даже те предложения, которые по их инициативе, согласно их интересам, которые формирует торгово-промышленная палата и направляет в адрес правительства, парламента, это все нацелено на то, чтобы предпринимательство в республике развивалось и было достойно развитию предпринимательства иностранных государств. Немного сменим тему. Я хотела бы узнать о вас чуть больше, как о руководителе организации. Трудно в Абхазии быть женщиной-руководителем, успешным руководителем? Ну, наверное, быть руководителем, вне зависимости, мужчина ты или женщина, всегда нелегко и непросто. И если вы позволите, я бы, наверное, на этот вопрос ответила бы с юмором. Всегда управлять коллективом там, где есть мужчины, намного проще. Объясню почему. Потому что с мужчинами, ну, на мой взгляд, договориться всегда проще, как и в принципе с представительницами женского пола, если, как говорят на языке молодежи, ты на одной волне. Вот в такой ситуации в коллективе необходимо, чтобы были представители мужского пола, которые в самую трудную минуту готовы подставить свое крепкое плечо. У нас просто в нашем абхазском обществе до сих пор не могут признать ту точку зрения, что женщина-руководитель, она может быть не менее успешной, нежели чем мужчина-руководители. И вот с каждым годом появляются женщины-руководители, причем успешные, с очень хорошими управленческими навыками на бизнес-поприще, и это очень радует. Почему-то всем кажется, что женщина, она больше ориентирована на семью, и она не сможет работать с такой же отдачей, как мужчины. Вот до тех пор, пока в нашем обществе будут бытовать такие стереотипы, которые сами женщины не сломают их, руководителей мужчин будет гораздо больше. Вы знаете, во многом, наверное, надо менять свое мировоззрение. Дело в том, что любой руководитель должен быть, наверное, энтузиастом своего дела, должен уметь правильно поставить цели и задачи, создать такой коллектив единомышленников, которые, претворяя вот разные планы, цели и задачи, которые ставит руководство и во главе с руководителем, будет их претворять в жизнь, что называется, пойдет в огонь и воду. Наверное, есть и ряд преимуществ, которые отличают вот женщин-руководителей от мужчин. Хотя вот я на практике убедилась в том, что при решении разных вопросов порой мне бы хотелось иметь такой мужской склад ума. Вот для того, чтобы принимать какие-то определенные волевые решения, ответственности больше, что ли, когда тебе приходится общаться со своими коллегами, руководителями из других госструктур в лице представителей мужского пола. Конечно же, женщина-руководитель, она все-таки вот выбирает такой стиль управления более демократичный, на мой взгляд. Она все-таки более открыта для своего коллектива, потому что ей несложно делиться информацией, рассказывать о своих планах, в отличие от мужчин-руководителей. И, конечно же, порой приходится вот в своем управлении то есть прибегать к такому жесткому немного стилю общения, возможно, с коллективом, но это ни в коем случае не используется для того, чтобы показать свое превосходство над коллективом. Это вот для женщины-руководителя очень важно для того, чтобы коллектив не оказал на нее давление, потому что она и так находится вот в зоне риска, я бы сказала. Поэтому быть руководителем – это
большой труд. Я знаю, что вы используете метод конкурсного отбора приема на работу. Насколько этот метод эффективен? Мы к этому методу уже пришли давно и считаем, что в коллективе очень важна профессиональная среда. У нас для этого создана и рабочая комиссия. Очень важно, чтобы молодые люди, которые желают трудоустроиться в ТПП, понимали, куда они идут. И не для каждого молодого сегодня специалиста, возможно, это самая лучшая организация в том плане, что здесь определенный режим, то есть 8-часовой рабочий полный день, есть дресс-код. В основном это женский коллектив, как вы знаете, и мы при отборе уделяем особое внимание это и знаниям иностранных языков, основам экономики. Я пролистала ваши социальные сети. На фотографиях вы всегда изысканно выглядите, у вас всегда интересный гардероб, определенный стиль, классический стиль, но все со вкусом. Кто-то вам подсказывает, есть у вас имиджмейкер, я не знаю правильное слово, или стилист, который вам подсказывает, как выбирать гардероб. Вот как вы формируете свой стиль? Спасибо большое за комплимент. Но, честно говоря, нет ни имиджмейкера, ни стилиста. Есть просто, вот, наверное, какой-то врожденный стиль. Чувство вкуса. Чувство вкуса, возможно. Не сказать, что я что-то определенно подбираю. Да, я стараюсь больше в своей повседневной жизни использовать классические стили, потому что считаю, что и должность руководителя, она тоже обязывает, и ты не всегда себе можешь позволить в плане одежды то, что тебе нравится, потому что ты уже публичный человек, на тебя обращают внимание, и тем более, когда в организации есть определенный дресс-код, ты должен подавать пример своему коллективу для того, чтобы от них требовать того, что тебе хочется. Единственное, могу добавить, что у меня в семье есть родная тетя, младшая сестра моего папы, которая с детства для меня была вот такой иконой стиля. Мне всегда нравился ее вкус, которая с детства подсказывала, какие цвета, допустим, мне больше подходят, какой стиль, как девушку, допустим, да, там с возрастом бывает там лишний вес, который мешает, необходимо скрыть, да, вот. Есть такой человек, который, наверное, все-таки повлиял на вот такой стиль моей одежды. Я вот много раз перебирала в голове, задать вам следующий вопрос, не задать. С одной стороны, вы мне симпатичны, и мне нравится общаться с вами, и ни в коем случае я не хочу вас задеть. Но с другой стороны, если я сейчас уйду и не задам вам этот вопрос, я потом себе тоже буду говорить, вот я не дожала. Во всем вот олицетворяйте женственность, знаете свою профессию хорошо, с энтузиазмом отдаетесь, сплотили коллектив, успешный руководитель. Я хочу спросить, вы до сих пор не встретили того человека, который вам подставит свое мужское плечо? Я сейчас говорю о личном счастье. Почему рядом с вами нет такого же красавца, такого же успешного, как вы сами? Ну, наверное, за последние годы это наиболее частый вопрос, который мне задают. Я бы не хотела быть неделикатной. Я уже привыкла, даже привыкла к этому вопросу. Спасибо за вопрос, он не менее интересный. Вы знаете, наверное, все-таки не пришло еще то время. Я никогда не задавалась, может быть, этой целью выйти замуж. Возможно, еще не встретила того человека, который смог бы, как вы правильно отметили, подставить свое крепкое мужское плечо. Вот как-то все упиралось изначально в профессию, работу. Хотя для меня вот всегда была ценна эта семейная гармония, потому что по своему складу, по характеру
Я никогда не мечтала стать руководителем, и в планах этого не было. Я никогда не желала занять какую-то определенную позицию, да, в обществе. Как-то все пришло вот само собой. Конечно, семья, она всегда в приоритете, и любой девушке, и мне хочется иметь свою семью, иметь детей, большую причем семью, потому что я сама выросла в большой семье. Но вот как-то сейчас, на данном этапе моей жизни, работа, конечно же, она забирает очень много времени, и порой даже нет времени для личного отдыха, потому что у тебя постоянно в голове уже крутятся какие-то мысли, идеи, что необходимо сделать, допустим, с понедельника выстраиваешь какой-то план, и ты весь вот поглощаешься вот в эту такую повседневную рабочую жизнь, и многое, скорее всего, наверное, проходит мимо тебя. И на многое ты, наверное, не обращаешь внимания. Это все-таки, наверное, связано с профессией. Хотя мне очень часто задают вопрос, наверное, вы придирчивые, выбираете. Сказать, что я выбираю, будет тоже, наверное, неправильно. Просто, наверное, должен быть в моей жизни и, наверное, встретиться человек, который вот просто полюбит меня такой, какая я есть. Хотя изначально у многих складывается такое впечатление, что у меня такой жесткий характер. Конечно, в работе эта жесткость проявляется. Спасибо за откровение. Я чувствовала, что вы искренне мне все это рассказали. Я также искренне желаю вам, чтобы вы были счастливы. Не знаю, с кем-то рядом, или в работе, или в семье, но были счастливы. Спасибо большое. Что делает человека сильнее? Наверное, терпение. Какую сверхспособность вам хотелось бы иметь? Ой, сложный вопрос. Наверное, все-таки умение быть всегда востребованным. Когда последний раз вы плакали и по какому поводу? Наверное, часто. Бывает и такое. И от радости могу заплакать. Сложно мне ответить на этот вопрос сейчас. Если бы вы до конца жизни должны были есть только один продукт, что бы это было? Наверное, хлеб. Вы любите хлеб? Да. По вам не видно. Четверостишие, которое сейчас приходит на ум. К сожалению, в последнее время я настолько много уделяю внимания учебникам по управлению персоналом, что даже вот сейчас сразу я не могу вспомнить. Спасибо большое, Тамила, за интервью. Мне было приятно с вами общаться. Спасибо большое за приглашение, и мне было приятно с вами общаться. И вам хочу, в свою очередь, пожелать успеха в работе, крепкого здоровья, самое главное, тем более сейчас в условиях пандемии. Берегите себя и берегите своих близких. Спасибо.